Вы знаете, что в прошлом году, в ноябре 2016 года, после встречи Алмазбека Атамбаева с Нурджан Шайлдабековой, с главой ЦИК Кыргызской Республики, пресс-служба аппарата президента Кыргызской Республики распространила информацию о том, что выборы в 2017 году будут проходить 19 ноября 2017 года. В принципе, винить аппарат президента Кыргызской Республики тоже нельзя, поскольку в Конституционном законе о выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Джеуркенеша было четко прописано, а именно статья 48, это назначение выборов президента Кыргызской Республики, и звучит она именно таким образом. Да? Если вы обратите внимание, это очередные выборы президента проводятся в третье воскресенье, на тот момент это было ноября, в котором истекает срок полномочий президента Кыргызской Республики, да? И на которую он был избран и назначается с Джеуркенешем не позднее 4 месяцев до дня назначения выборов, то есть до проведения выборов. Само собой, простой обыватель скажет, что это нормально, поскольку кыргызский законодатель прописал четко, когда будут проходить выборы президента Кыргызской Республики. Но вместе с тем, аппарат президента Кыргызской Республики и Центральная избирательная комиссия умолчали о другом, что 19 ноября не дает возможность президенту Кыргызской Республики Алмазу Шаршеновичу Атамбаеву уйти в срок 1 декабря 2017 года. Позже, кстати, после того, как политическая партия Атамекен, ее секретариат, депутаты поднимали этот вопрос, Алмаз Шаршенович Атамбаев сам признал о том, что у него срок 1 декабря 2017 года завершается. И что удивительно, конечно, безусловно, компромиссным решением парламента, якобы угодили нам и в то же время сделали по-своему, указали о том, что вот Чолпан-Иге говорила о том, что в июне были внесены изменения и дополнения, указали о том, что выборы президента Кыргызской Республики отныне будут третье воскресенье в октябре любого завершающего года. И самое интересное, что да, они прошли 15 октября 2017 года, и следующие президентские выборы будут проходить 15 октября 2023 года. То есть это третье воскресенье октября 2023 года. В случае того, если Сооронбай Жээнбеков досидит свой срок, 6-летний срок президентских выборов. Сразу хочу отметить о том, что самое интересное, что и эта дата, если мы пойдем наперед, и эта дата 15 октября 2023 года не дает гарантии уйти Сооронбаю Жээнбекову уже не 1 декабря 2023 года, а 24 ноября, поскольку инаугурация планируется уже указом президента Кыргызской Республики, 24 ноября 2023 года. Временной расчет между 15 октября 2023 года до 24 ноября 2023 года составляет всего 40 дней. Но для проведения второго тура, а, кстати, такая интрига у нас в 2017 году в этой президентской кампании была безумная, что, возможно, и Бабанов, и Жээнбеков выйдут на второй тур, и второй тур все же будет проведен. Да? Для проведения второго тура избирательное законодательство предусматривает 61 календарный день. То есть это 20 дней на подсчет первого тура Центральной избирательной комиссии, плюс 3 дня на его объявление. Не менее, там указано о том, что Центральная избирательная комиссия не позднее, точнее не ранее двухнедельного срока проводит второй тур, да, то есть повторное голосование. Ну, я приблизительно взял это 15 дней. Если, допустим, сразу говорить не ранее, да, это плюс снова 20 дней на подсчет и плюс 3 дня. Итого получается 61 календарный день. Это для второго тура. То есть и сейчас, в 2023 году, с учетом законодательного расклада, просчитать о том, что оно даст возможность уйти Сооронбаю Жээнбекову вовремя, не даст. То есть 24 ноября 2023 года он не уйдет. Безусловно, я уже здесь не говорю о повторных выборах. Согласно законодательству Кыргызской Республики, необходимо для проведения повторных выборов 199 календарных дней. Вот считаем. Центральная избирательная комиссия – это 20 плюс 3 дня на его объявление, то есть о признании выборов недействительными либо несостоявшимися. Повторные выборы – это когда выборы отменяются, признаются, что ни один из кандидатов не набрал нужных голосов, и проводятся следующие выборы. Да?
Второе – это назначение повторных президентских выборов в Центральной Джоур-Кенешем Кыргызской Республики. Джоур-Кенеш, кстати, снова должен назначить выборы. И это 30-31 календарный день. Это 4 месяца до дня президентских выборов, именно повторных выборов. Это 122 дня после назначения Джоур-Кенешем Кыргызской Республики. И это 23 дня Центральной избирательной комиссии подвести итоги президентских выборов, именно повторных выборов, и его официально опубликовать в средствах массовой информации. Итого в целом уходит 199 календарных дней. Безусловно, я опять-таки доказываю о том, что та действующая норма в Конституционном законе о выборах президента Кыргызской Республики, а именно назначение выборов, да, она как раз-таки противоречит и не дает возможности Сооронбаю Жээнбекову, если вдруг он досидит свой срок, уйти 24 ноября 2017 года. Конечно, вы можете задаться вопросом и сразу сказать о том, что было такое принято компромиссное решение, но успели же. Понимаете, мы из политической составляющей исходить не можем. Законодатель, а если получится так или так, он исходить не может. Он в любом случае будет закладывать те нормы, на которые он должен успеть. В связи с этим я предлагаю вот такую норму. Можно назад. Очередные выборы президента проводятся не позднее 200 дней до истечения срока полномочий президента Кыргызской Республики, на который он избран, и назначается Джоур-Кенешем не позднее, чем за 4 месяца до дня выборов. То есть эта формулировка не позднее дает любому законодателю, то есть именно Кыргызстану, провести выборы вовремя. Кстати, именно в этой формулировке как раз-таки и заложен и второй тур, и заложены повторные выборы. То есть оно даст возможность вовремя прекратить полномочия уходящего президента и начать новые. Да? Можно дальше. Смотрите, что получается. Сооронбай Жээнбеков намерен вступить в должность президента Кыргызской Республики 24 ноября 2017 года. То есть на 7 дней раньше, а точнее вынуждая Алмазбека Атамбаева уйти с поста президента Кыргызской Республики до завершения конституционного срока президентских полномочий. Ишимбай Душимбиевич подтвердит, он об этом знает. Дело в том, что Конституция Кыргызской Республики прописывает о том, что президент Кыргызской Республики избирается на 6 лет, пока еще рано с присягой, на 6 лет, то есть не до 6 лет, как предполагала Центральная избирательная комиссия, более или менее, именно на 6 лет. И его срок как раз-таки завершался 1 декабря. Ну, получилось то, что получилось. Возможно, какой-то политический фактор, может быть, какие-то другие причины всему этому, да. Но здесь опять-таки возникает такой вопрос, на основании чего Алмаз Шаршенович Атамбаев завершает свой президентский срок, поскольку речь идет о досрочности. Верно? И для досрочности прекращения полномочий есть буквально 4 случая. Это импичмент, это смерть, это отставка и неизлечимая болезнь. Но мне вчера подсказали, говорят, Канат, он же и так указ подписал о подготовке к инаугурации 24 ноября 2017 года, и считаю, это и есть его отставка. То есть Сооронбай Жээнбеков, в принципе, никаких претензий не будет. Но самое интересное, что ни Сооронбай Жээнбеков, ни Атамбаев, ни Центральная избирательная комиссия в целом не виновата. Здесь большую вину несет именно само законодательство, то есть те нормы. Конечно, Центральная избирательная комиссия могла дождаться до 4 ноября, чтобы более-менее выровнять, поскольку у Сооронбая Жээнбекова есть возможность вступить на должность президента Кыргызской Республики в течение 30 календарных дней, да, в течение. Вот тогда, если отчет ввести после 2 ноября 2017 года, если Центральная избирательная комиссия опубликовала бы не 31 октября, а именно 2 ноября, вот тогда было бы в течение 30 дней, и в момент завершения уходящего президента Алмаза Шаршеновича Атамбаева Сооронбай Жээнбеков вступил бы вовремя. Но я же опять-таки повторяю, что получилось то, что получилось. Да? И самое интересное, что... Сейчас, секундочку. Следующая проблема для нас, можно следующая, да? Получилась присяга. То есть та инаугурация, если вы обратите внимание, действующая статья 58 звучит: избранный президент в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования результатов выборов приносит народу Кыргызстана в присутствии депутатов Джоур-Кенеша присягу следующего содержания. Да? И вот самое интересное, что в течение 30 дней не дает и не гарантирует возможности действующему президенту у нас в Кыргызстане завершить свой срок вовремя. Кстати, Алмаз Шаршенович Атамбаев в свое время тоже прекратил
досрочные полномочия Розы Исааковны Утымбаевой, когда законом у нее прописано было, что она завершает свой срок 31 декабря 2011 года. Да? То есть он вступил 1 декабря. И тогда для него именно этот отчет начался. Да? И самое интересное, что вот это понимание в течение 30 календарных дней создает большую проблему. Вот поймите, вот именно поэтому я, например, и в социальных сетях, и в интервью говорил о том, что Центральная избирательная комиссия, к сожалению, пока фактически не имеет права выносить свое решение, определять официальные результаты выборов и его опубликовывать до 2 ноября 2017 года. То есть это должно быть со 2 ноября и позднее, до 4 включительно. Но получилось, что Центральная избирательная комиссия вынесла, и об этом, в принципе, законодатели умалчивают. Поэтому я предлагаю именно вот такую редакцию, а именно присяга народу Кыргызстана избранным президентом Кыргызской республики приносится в присутствии депутатов Джеуркенша Кыргызской республики в момент завершения срока президента Кыргызской республики, избранного на предыдущих выборах президента Кыргызской республики. То есть это та установленная формулировка, когда гарантирует срок уходящему и гарантирует вовремя начало срок президента Кыргызской республики, избранному. Вот, кстати, если взять мировой опыт, в Российской Федерации такая проблема тоже была. У них тоже аналогичная формулировка 30-м. У них, правда, не в течение, у них был 30-й день. Да? И в 1996 году, когда избирали Бориса Николаевича Ельцина, когда он стал президентом, вдруг оказалось, что Россия столкнулась с тем, что был организован второй тур между Зюгановым и между Борисом Николаевичем Ельциным. И тогда вынужденно срок президента Бориса Николаевича Ельцина был продлен на 1 месяц. Но тут у нас, если, например, как отдельные представители говорили о том, что и ученые среды, что Атамбаев может сидеть и после 1 декабря, является ошибкой, поскольку на каком основании? Да? У нас таких оснований нет, и ни один орган продлевать его в качестве исполняющих обязанности полномочия, либо пока пусть посидит, такого не бывает, понимаете? Потому что речь в дальнейшем может возникнуть об узурпации. Поэтому есть такая формулировка. Но вместе с тем я могу сразу сказать о том, что, к сожалению, вот эта формулировка не дает возможности говорить и отрегулировать вопрос в случае досрочных прекращений полномочий президента Кыргызской республики. Смерть, импичмент, неизлечимая болезнь, да, ну и так далее. Либо его отставка. Поэтому, можно следующее. Предлагается дополнить: в случае проведения досрочных выборов президента присяга народу Кыргызстана приносится в течение 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов. Вот это как раз таки даст возможность отрегулировать более-менее вопрос досрочных выборов, понимаете, потому что он не должен дожидаться своего срока. Кстати, в политической истории Америки в свое время, после смерти Уильяма Гаррисона, 9-го президента США, пока рано, да, 9-го президента США Гаррисона, США столкнулась с такой проблемой. Вице-президент заступил на должность исполняющего обязанности президента США, американского президента, да, но когда он прекращает полномочия, такого не было. И вот, кстати, вступил на эту должность 10-й президент, это Джон Тайлер. И, кстати, Джон Тайлер отсидел недобитый, скажем так, незавершенный срок Уильяма Гаррисона, который буквально месяц был президентом. То есть оставшиеся 4 года без 1 месяца как раз-таки был президентом Джон Тайлер-младший. Вот с такой, чтобы проблема не столкнуться, предлагается, что в случае проведения досрочных выборов президента присяга народу Кыргызстана приносится в течение 30 дней. Я не стал прописывать на 30-й день и так далее. Кстати, Россия данную проблему с 2000 года решила таким образом. У них всегда инаугурация проходит 7 мая завершающего года. Следующая инаугурация она будет 7 мая 2018 года. Это будет Путин, это будет другой кандидат и так далее. Выбор остается за Россией, но всегда у них 7 мая. Кстати, они результаты уже давали вот в 2012 году, уже 7 марта. Начиная с 7 марта, после официальных итогов, до 7 мая действующий президент досидел свой срок, независимо от того, что есть уже избранный президент, но заступил вовремя. В целом, эта норма будет звучать таким образом. Можно следующее, да? Я еще хочу обратить внимание, что, по-моему, если не ошибаюсь, 7 ноября 2011 года
в спешном порядке Джоурку Кенеш, а именно 5-й созыв, принял такую поправку, а именно утвердил текст в силу того, что Алмаз Шаршенович Атамбаев верит в Бога, утвердил такую формулировку. Да? И она звучит вот таким образом. Я, вступая в должность президента Кыргызской республики, клянусь перед Богом, да, и перед своим народом справедливо осуществлять полномочия главы государства, охранять права и человека и так далее, да, охранять Конституцию. Но учитывая о том, что мы являемся светским государством, а светским государством я понимаю не только верить Богу и в Его не верить, да, или, допустим, что религия не вмешивается, но я под светским государством понимаю еще и то, что есть свобода атеистического убеждения. Представим, что один из неверующих в Бога был бы избран президентом Кыргызской республики. Да? Конституция Кыргызской республики, наше законодательство в целом это гарантирует. Нужно просто понять, что присяга является единственным механизмом прекращения уходящего президента полномочий и начала нового срока президентских полномочий. И вот эта формулировка должна быть дополнена, она в принципе может остаться, можно, да, следующее. Еще раз. Вот, назад. При этом присяга вступающего в должность президента Кыргызской республики может быть принесена и без религиозного упоминания. Вот эта формулировка дает полную гарантию атеистам, да, избраться президентом, да, совершенно верно, которые не верят в Бога, да, избраться на должность президента Кыргызской республики, но не напоминать о Боге, допустим, да. Поскольку присяга на сегодняшний день, я вам опять-таки повторюсь, является единственным политико-правовым механизмом прекращения полномочий действующего и начала нового президентского срока. Но в целом я уже о присяге сказал, и сказал о дате назначения президентских выборов, предложил свою редакцию. И мы, кстати, во фракции этот вопрос как раз-таки и разрабатываем, и оно представлено депутатом Атамикена, и на круглых столах, безусловно, она будет опробирована. Но я теперь хочу сказать и о статье 52, то есть той возможности, нет, установления кандидатам на знание владения государственным языком. И я хочу рассказать о выдвижении кандидата в президенты Кыргызской республики Умурбек Черкесовича Текебаева, когда Центральная избирательная комиссия сказала, а мы тут ни при чем. Хотя в задачах Центральной избирательной комиссии в специальном их законе оговорено о том, что они должны обеспечить, они обязаны обеспечить равные права всем кандидатам и политическим партиям. Да? Но они сказали, мы ни при чем, поскольку в Конституционном законе прописан уполномоченный орган, и мы его права не реализуем. Хотя, кстати, Гульнара Джурабаева, бывшая моя коллега, кстати, и предлагала то положение, которое в итоге было утверждено, а именно о реализации избирательных прав отдельных категорий граждан. К сожалению, тогда пассивное избирательное право выпало, хотя оно в принципе должно было быть, но Центральная избирательная комиссия взяла позицию о том, что якобы мы ни при чем. Они как раз таки были при чем. Но опять-таки, учитывая политическую ситуацию, предлагается дополнить статью 52 вот такой вот формулировкой. Да? В случае нахождение кандидата на должность президента в местах содержания под стражей, прохождение тестирования на владение государственным языком и создание всех условий является обязанностью Центральной избирательной комиссии и уполномоченного государственного органа или учреждения в сфере оценки уровня владения государственным языком. Вот это прямая формулировка, которая даст и обяжет Центральную избирательную комиссию реализовывать конституционное право быть избранным, а именно пассивное избирательное право, независимо от его статуса. К сожалению, конечно, мы могли варьировать от общего понимания Конституции и так далее, что есть право избирать и право быть избранным. Но опять-таки, если исходить из нашей практики, когда это варьируется в свою угоду, хочу я его применяю, хочу не применяю, да, как ты рассказал, такая формулировка, я так считаю, нужна. До этого моя коллега Атыр Абдрахматова рассказала о том, что большую проблему создал вопрос по внесению избирательного залога в размере 1 миллиона сомов. В 2011 году, когда избирался Алмаз Шаршенович Атамбаев, он был всего лишь 100 тысяч сомов. Да? Сегодня он 1 миллион сомов. И, к сожалению, это стало большим барьером для его реализации. То есть для реализации права быть избранным. И многие кандидаты в силу этого отсеялись. Да? Но вот давайте обратим внимание на статью 62 Конституции Кыргызской Республики. Что она оговаривает? Президентом может быть избран кто? Гражданин Кыргызской Республики.
это наличие его паспорта, да? Не моложе 35 лет и не старше 70 лет, это возрастной ценз. Владеющий государственным языком, эта норма существует, и проживающий в республике в совокупности не менее 15 лет. Все эти нормы полностью оговариваются. Но вместе с тем, в конституционном законодательстве 5-й созыв Джеур Кенеша принимает еще дополнительные формулировки о внесении избирательного залога, которого здесь нету, а вы знаете, что норма Конституции, она имеет прямого действия, да? Ну и вот кандидат, собравший, это 5-е как раз таки было, это в свою поддержку не менее 30 тысяч подписей избирателей. И самое интересное, что сама же Конституция прописывает, что порядок выборов президента определяется конституционным законом. Порядок выборов, а не дополнительные требования для президентов, понимаете? И вот это как раз-таки стало барьером. А ты, в принципе, правильно предложила о том, либо нужно исключить избирательный залог, либо нужно исключить кампанию по поводу сбора не менее 30 тысяч подписей избирателей в свою поддержку, понимаете? На самом деле это достаточно коррумпированный метод. Я, например, был как в Центральной избирательной комиссии, и как раз-таки в этой рабочей группе, и был как раз-таки в позиции сдающего такой комплект документов в пользу того или иного кандидата, да, то есть в данном случае это речь идет об Умурбеке Черкесовиче Текебаеве. И тогда вот Центральной избирательной комиссии остается любая возможность варьировать его то в одну сторону, то в другую сторону. Вот, например, по Атамекену после 10-дневной проверки на 10-й день, буквально услышав, что о том, что уполномоченный орган в лице Национальной комиссии принял у Текебаева в особых условиях на знание государственного языка, и почти он набрал 95%, да? Центральная избирательная комиссия, давшая 2 дня нам для того, чтобы мы выправили документы, в течение 3 часов лишает его возможности и отменяет его подписи избирателя, считая его недостоверными. И вот, кстати, недостоверность, оказывается, у Центральной избирательной комиссии, согласно их положению, определяется за неоплату принтера, бумаги или картриджа, понимаете? Ну это же маразм. И, кстати, решения были разные. По Текебаеву они приняли такое решение, по Исхаку Масалиеву они приняли совершенно другое решение, хотя основания были одинаковые, понимаете? Нет, у Келлебекова ему отказали. Расклад совершенно был другой. Касательно Келлебекова вообще отказались проверять его, ссылаясь на то, что он должен сначала подтвердить свою судимость, понимаете? Ну такого не бывает. Поэтому в данном случае либо нужно это исключить, но, к сожалению, это опять-таки затронет вопрос по изменению Конституции Кыргызской Республики, потому что это оговорено непосредственно в основном законе. Поэтому предлагается исключить как раз-таки норму, затрагивающую вопрос по исключению избирательного залога в размере 1 миллиона сомов. Проблема еще возникает в том, что, например, Центральная избирательная комиссия предыдущего состава во главе с Туйгуналом Ибраимовым, мы, например, 100 тысяч сомов никому не возвращали, независимо от того, что участвовал, не участвовал и так далее, понимаете? Это сопровождалось судами. Этот состав Центральной избирательной комиссии правильно принял решение о том, что до регистрации, раз мы их не зарегистрировали, придется оплату эту вернуть. Но понимаете, хочу, не должно быть. Вот эта формулировка должна прописана в Конституционном законе о выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Джеур Кенеша.